С самого утра льет проливной дождь и дует порывистый ветер. Однако, как отмечают члены команды, капризами погоды их не напугать, ведь слишком долго они шли к своей цели. Пойти по пути первой в истории страны экспедиции по поиску серебряной и медной руды, часть которой проходила по нынешней территории республики, задача не из легких. Но, как отмечает руководитель историко-реконструкционного клуба Александр Плюснин, команда к походу готова, а в ее составе только опытные туристы. Выбирали, какой момент истории наилучше может нам подойти. Вот решили, что для начала, первый поход в истории русского государства, скажем так, на серебряные рудники на территории Республики Коми, в принципе, оптимально подходит для этого случая. Началась конкретная разработка в этих условиях, смотрели, на чем шли, во что одевались люди в то время, что ели. Ну и все это облеклось в единый проект, и он был запущен в фонд президентских грантов, ну и фонд нас поддержал в нашем стремлении. Целый месяц члены команды будут носить средневековую одежду и пользоваться бытовыми предметами той эпохи. Никаких телефонов и GPS-навигаторов, даже спички, и те под запретом. Вместо них обычный кремень. По словам членов экипажа, самый простой способ понять, как думал человек того времени, погрузиться в его повседневность. Так участники экспедиции в прямом смысле слова могут почувствовать вкус средневековья. Команду кормить будем исключительно продуктами, встречавшимися в нашей области в то время. То есть не будет никакой картошки, никакой кукурузы, ничего заморского, никаких, в принципе, макарон. Хотя в то время уже макароны-то и в Италии были. Будет интересно именно выдержать эти условия, потому что сейчас туристы ходят в современном обмундировании, с современной едой, а мы хотим пройти, как делали это наши предки. Изготовить лодку удалось с помощью президентского гранта. Смастерили ее в Петрозаводске. И, конечно, опыта управления такой ладьей у экипажа толком нет. Но есть еще целый месяц, чтобы наверстать упущенное. Определились реконструкторы уже и с названием судна. По словам участников экспедиции, оно наиболее отражает характер корабля. Кстати, ладью зовут Варыш. Это знакомец Сокол, да. Но ласково мы, конечно же, называем ее как? Варя. Так что ладья Варя, будьте знакомы. В свой первый боевой поход Варыш направится уже 15 июня. Путь начнется от поселка Усть-Ухта и пройдет по рекам Ижма, Печора и Цильма. Всего будет пройдено 650 километров. Завершится экспедиция на месте цилемских рудников. Однако на этом реконструкторы Коми не собираются останавливаться. С приобретением судоходного опыта и обкатки ладьи в походе участники экспедиции задумываются выйти на Варыши в открытое море. Павел Королев, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.